24 декабря в районе Шохмансур города Душанбе основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан уважаемый Эмомали Рахмон и председатель Маджлиси Милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан, председатель города Душанбе уважаемый Рустами Эмомали сдали в эксплуатацию вторую очередь предприятия по переработке хлопка и хлопковой продукции общества с ограниченной ответственностью Вахдат Текстайл. Напомним, что первая очередь предприятия по переработке хлопка и хлопковой продукции Вахдат Текстайл была сдана в эксплуатацию в январе текущего года с участием главы государства. Предприятие создано обществом с ограниченной ответственностью Вахдат и группой предприятий «Гаюр» предпринимателями Акбаром Гуловым и Ильхомом Мирзоевым. С реализацией второй очереди на предприятии по производству носков установлено 120 автоматизированных вязальных машин, 10 швейных машин для носков, 3 машины для утюжения, а на предприятии по производству перчаток 2 станка для гравировки силикона и 114 автоматизированных вязальных станков. Также закуплено 120 единиц вязальных станков, которые будут импортированы в ближайшие месяцы. Это оборудование закуплено у передовых компаний Италии, Турции, Германии и Российской Федерации. С сдачей в эксплуатацию второй очереди предприятия производственная мощность Вахдат Текстайл многократно увеличилась, а производство с 19 миллионов 200 тысяч пар носков достигло 34 миллионов в год. Принятые меры способствуют как удовлетворению внутреннего спроса в стране, так и увеличению экспортного потенциала. На второй очереди предприятия после курсов переподготовки постоянными рабочими местами обеспечены 100 местных жителей, а в целом на 2 очередях трудоустроены 400 человек. По утверждению ответственных лиц и на третьей очереди будет увеличено количество рабочих мест, а также умножен объем производства. Следует отметить, что в настоящее время производимые предприятием носки пользуются большим спросом не только на отечественном рынке, но и за пределами страны. 95% продукции общества экспортируется в другие страны, в том числе Россию, Казахстан и Кыргызстан. Другим преимуществом продукции предприятия является то, что 80% носков изготавливается из хлопка и производится в рамках международных стандартов. Также лидер нации посетил выставочный уголок предприятия, который является постоянно действующим. Здесь выставлены на показ все виды продукции, производимые на предприятии Вахдат Текстайл. Было отмечено, что современная рабочая технология позволяет обеспечивать высокое качество продукции. В настоящее время здесь производятся различные виды носков для мужчин, женщин и детей, а также специальные носки для спортсменов. Далее уважаемый Эмомали Рахмон вместе с уважаемым Рустами Эмомали в промышленной зоне города Душанбе также сдали в эксплуатацию предприятие по производству современных напольных покрытий ламината общества с ограниченной ответственностью Фирус Бинокор. Новое промышленное предприятие в городе Душанбе создано отечественным предпринимателем Толибджоном Хамидовым. Строительные работы на этом промышленном предприятии были начаты в мае 2020 года, и теперь с вводом его в эксплуатацию 20 человек обеспечены постоянными рабочими местами и хорошей зарплатой. Оборудование и технологии предприятия производятся в развитых странах мира, в том числе в Китайской Народной Республике и ряде европейских государств. Предприятие по производству современных напольных покрытий ламината в городе Душанбе в настоящее время является единственным в Центральной Азии, а его продукция импортозамещающая и экспортно-ориентировочной. Производимые предприятием напольные покрытия устойчивы к влажности и имеют 3-4 раза больше покупателей, чем аналогичная продукция на отечественных рынках. В производственном процессе используется до 70% отечественного сырья. Было сообщено, что производственная мощность предприятия составляет 90 тысяч квадратных метров строительного материала в год, а в будущем имеется возможность довести производство до 130-140 тысяч квадратных метров. Современное промышленное предприятие в городе Душанбе является безотходным. В то же время за счет отходов предприятия по производству дверей и окон изготавливается напольное покрытие. На предприятии осуществляется производство 10 видов современных напольных покрытий различных размеров, а в случае поступления заказов от клиентов специалисты имеют возможность увеличить производство продукции. Было сообщено, что на основе планов в будущем с внедрением и монтажом новых станков производственная мощность многократно увеличится, и для граждан страны будут созданы новые рабочие места. Окрестности нового промышленного предприятия в рамках инициативы исполнительного органа государственной власти города Душанбе по превращению столицы страны в зеленый город благоустроены и озеленены.
В этот же день лидер нации и председатель города Душанбе также сдали в эксплуатацию предприятие по переработке декоративных и самоцветных камней общества с ограниченной ответственностью «Асру-Риссан». Здание предприятия по переработке декоративных и самоцветных камней построено отечественным предпринимателем Далером Шарифи. Со сдачей в эксплуатацию этого предприятия более 50 местных специалистов, большинство из которых женщины и девушки, обеспечены рабочими местами и хорошей зарплатой. Оборудование предприятия по переработке декоративных и самоцветных камней завезено из Китайской Народной Республики и Германии. Здесь из природных камней Таджикистана производятся более 100 видов различных изделий кустарного промысла. В целом годовая мощность предприятия составляет 60 тысяч единиц продукции. И этот показатель будет постепенно увеличиваться с внедрением новых технологических линий. Нужно отметить, что регион Таджикистана в зависимости от климата богаты природными ресурсами. И при правильном налаживании производства можно обеспечить спрос внутри страны, а также экспортировать продукцию за рубеж. Продукция на предприятии производится с учетом международных требований и стандартов, имеет много покупателей внутри страны и за ее пределами. Декоративные сувенирные камни в основном экспортируются в Российскую Федерацию, Китайскую Народную Республику и страны Европы. В Душанбе открылись 2 фирменных магазина предприятия, где гости и туристы могут приобрести сувенирные изделия, изготовленные из декоративных и самоцветных камней. В будущем с внедрением новой технологии из Вьетнама здесь будет открыт цех по пошиву спортивной одежды, что способствует обеспечению постоянной работы еще 50 человек. В обществе с ограниченной ответственностью «Асру-Риссан» с поэтапной сдачей в эксплуатацию других производственных цехов число рабочих достигнет более 150 человек. Также в этот день уважаемый Эмомали Рахмон и председатель города Душанбе уважаемый Рустами Эмомали сдали в эксплуатацию предприятие по переработке гранитного камня и мрамора Stone Service, который является крупнейшим производственным объектом в промышленной зоне города Душанбе. Этот объект был построен на основе конструктивных инициатив руководства исполнительного органа государственной власти города Душанбе и является устойчивым шагом в направлении практического осуществления 4-й стратегической цели ускоренной индустриализации страны. Предприятие построено и сдано в эксплуатацию в соответствии с международными стандартами обществом с ограниченной ответственностью «Стройкомплекс». Технологические линии нового поколения были импортированы из Китайской Народной Республики и Тайваня. Импортные машины и оборудование уникальны для региона и благоприятны для тонкой и искусной резьбы по мрамору и гранитному камню в соответствии с требованиями клиентов. Для работы с этим оборудованием определенное количество персонала и специалистов прошло обучение за рубежом. Большинство станков – это многофункциональные устройства, которые выполняют различные действия, связаны с отделкой камня. Следует особо отметить, что только для импорта в Республику Таджикистан продукции, изготовленной из гранита и мрамора, в год затрачивается более 28 миллионов долларов. Благодаря увеличению экспортного потенциала спрос стран-участниц Содружества независимых государств на эту продукцию будет полностью обеспечен. Годовая производственная мощность этого предприятия составляет 150 тысяч квадратных метров декоративных и строительных камней. Здесь производится более 10 видов продукции. С началом деятельности этого объекта 150 человек обеспечены постоянными рабочими местами. Предприятие состоит из 2 отдельных цехов по переработке гранитного камня и мрамора. Они построены с учетом требований внутреннего рынка. Продукция предприятия, которая в основном производится из местного сырья, имеет импортозамещающее назначение. На предприятии по переработке гранитного камня и мрамора Stone Service созданы все производственные условия, а работы ведутся с использованием современных технологий. Производственное оборудование предприятия позволяет обрабатывать и перерабатывать натуральные камни различных форм и размеров, а также украшать здания и сооружения различного назначения своим привлекательным дизайном. В этот день внутри предприятия в промышленной зоне города Душанбе также был введен в эксплуатацию цех по производству вентиляционных труб из гофрированного листа. В этом цеху посредством оборудования нового поколения производятся вентиляционные трубы различных форм и размеров для крупных объектов. Следует отметить, что до сих пор этот вид продукции завозился из-за границы и имел высокую стоимость. Отныне заказчики могут приобретать здесь вентиляционные трубы в соответствии со своими потребностями. В этом цеху были трудоустроены 20 специалистов. В целом в этот день только обществом с ограниченной ответственностью «Стройкомплекс» было создано 170 новых рабочих мест для граждан. Глава государства и председатель Маджлиси Милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан в промышленной зоне столицы также дали официальный старт деятельности общества с ограниченной ответственностью
«Хурия». Это предприятие является сезонным и занимается производством полуфабрикатов и мороженого. Предприятие на площади 0,34 гектара создано индивидуальным предпринимателем Расулом Мансуровым, а строительные работы, ввоз и установка производственного оборудования полностью завершены. С началом деятельности предприятия в сезонный период 30 местных жителей будут обеспечены рабочими местами и хорошей зарплатой. Оборудование и производственные линии новейшего поколения импортированы из Китайской Народной Республики, а также из некоторых европейских стран. Это позволяет обеспечить качество продукции, отвечающей всем требованиям, в том числе санитарно-гигиеническим нормам. В ближайшем сезоне высококачественная продукция этого предприятия будет предоставлена потребителям. Сырье, в том числе молоко, доставляется из животноводческих ферм и хозяйств, а также закупается у индивидуальных предпринимателей. Для обеспечения безопасности продукции предприятие проходит испытания на качество 2 раза в месяц. Продукция общества производится под брендом Сардигой Таджикистан и охватывает более 30 наименований. Для доставки продукции клиентам закуплено 4 единицы специальных машин. Как известно, в столице страны, городе Душанбе, имеется много малых и средних цехов по производству мороженого, благодаря чему на продовольственном рынке наблюдается своего рода конкуренция. Принимая во внимание это, лидер нации посоветовал предпринимателям в этих условиях придавать первостепенное значение качеству и вкусу продукции. Далее уважаемый Эмомали Рахмон и уважаемый Рустами Эмомали сдали в эксплуатацию предприятие по производству хлопкового масла. Предприятие создано местным предпринимателем Махди Каримовым. Предприятие по производству хлопкового масла в сутки перерабатывает 10 тонн хлопковых семян. С вводом в действие этого предприятия 30 человек обеспечены постоянными рабочими местами. Сырье для производства хлопкового масла доставляется на основе договоров о сотрудничестве с дихканскими хозяйствами. Предприятие наряду с другими предприятиями вносит заметный вклад в дело обеспечения внутренних рынков товарами первой необходимости. Производимая на предприятии продукция отличается высоким качеством и является конкурентоспособной, поэтому пользуется большим спросом на внутреннем рынке. Ответственные лица предприятия по производству хлопкового масла намерены с внедрением новых технологий увеличить производственную мощность и довести переработку хлопковых семян в сутки более чем на 20 тонн. Далее глава государства и председатель города Душанбе сдали в эксплуатацию предприятие по производству мучных и кондитерских изделий. Предприятие на площади 0,32 гектара создано отечественным предпринимателем Йокубом Шарафовым. Со сдачей в эксплуатацию этого предприятия постоянными рабочими местами и хорошей заработной платой обеспечены 35 жителей столицы. На новом промышленном предприятии в основном изготавливается 4 вида макаронных изделий. Установленное оборудование способствует производству до 4 тонн продукции в сутки. Годовая мощность предприятия составляет 2100 тонн макаронных изделий. В процессе производства используется натуральное и безвредное для здоровья человека сырье. Новое промышленное предприятие с одной стороны способствует производству импортозамещающей продукции, а с другой – созданию десятков новых рабочих мест. Добрые цели преследует руководство государства и правительства страны во имя обеспечения достойной жизни народа. Следует отметить, что объявление ускоренной индустриализации страны является 4-й национальной целью и дало импульс созданию новых промышленных предприятий и цехов, благодаря чему появились большое количество рабочих мест. Промышленная зона города Душанбе изначально была задумана как важный проект направления расширения и увеличения производства импортозамещающей продукции. С целью осуществления планов в этом направлении на улице Зебунису района Шохмансур города Душанбе продолжается строительство ряда производственных предприятий. Таким образом, большое число жителей столицы будет обеспечено постоянными рабочими местами, и этот процесс окажет положительное влияние на состояние населения.